как большевики назначили Алишира Наваи узбеком, поэта и просветителя родом из уйгурских Бахши. История масштабной фальсификации. В начале XX века на огромной территории Туркестана множество племен и народов пришли в движение. Пантюркизм, джадизм, маджахеды и басмачи. Восточный Туркестан стал центром тюркского возрождения благодаря открытиям в то время древней уйгурской цивилизации, начиная с уйгурского каганата, уйгурского до исламского турфанского идикутства. Прославление древней цивилизации уйгуров стало неотъемлемой частью османского тюркизма и туранизма, и Ататюрк утверждал, что уйгуры, которые жили в городах, были более цивилизованными, чем кочевые тюрки, которые были бесписьменными пастухами. В то же время уйгуры также восстановили свое древнее этническое имя, которое вышло из употребления после принятия ислама, когда по исламской традиции народы называли себя просто мусульмане. Одновременно большевики начали национальное размежевание народов Средней Азии. Так появились молодые нации, узбеки, казахи, киргизы и другие. Но для создания национальных республик нужно было срочно придумывать новую историю этих народов и назначать национальных героев, в соответствии с программой партии большевиков по классовой борьбе освобожденных народов против угнетателей. И тут происходит главный историко-культурный абсурд, когда эпизод разрушения вождем кочевых узбеков Шейбаниханом процветающей империи тимуридов встретилась с советским мифотворчеством. Большевики объявляют Амир Тимура средневековым тираном, племена кочевых узбеков восставшим угнетенным народом, а Алишира Наваи – узбекским поэтом и просветителем. 18 января 1947 года выходит постановление Политбюро ЦИК ВКПБ о 500-летии со дня рождения узбекского поэта Алишира Наваи, где впервые в истории Наваи объявляют узбеком без каких-либо доказательств. Официальное признание Алишира Наваи как великого узбекского поэта стартовало именно с этого постановления ЦИК ВКПБ и сопровождалось масштабной пропагандистской кампанией. Никто до этого не называл Алишира Наваи узбеком. Так Наваи был назначен большевиками узбекским поэтом и отцом узбекского языка. После этого все факты уйгурского происхождения Наваи были вычищены из советских учебников.